Известный крымско-татарский скульптор Айдар Алиев пополнил свою коллекцию наград очередным высоким званием – серебряной медалью достойному от Российской академии художеств. Награда была вручена за памятник летчику Амедхану Султану, установленный в центре Ахмеджита, а подписал наградной лист классик советской скульптуры, автор таких работ, как «Добро побеждает зло», «Слеза скорби» и «Рождение нового человека» Зураб Церетели. Я познакомился с этим человеком 3 года назад. И когда я увидел его памятник нашему великому летчику, я понял, что это следующий член Российской академии художеств, талантливый скульптор. И мне как скульптору, который тоже лепит немножко, очень приятно, что в наших рядах появится еще один. У Айдера отличительная черта его вещей, они у него слиты воедино в какую-то особую пластическую формулу. В ней есть очень много трагизма, очень много сочувствующего, переживающего, собственно, некая этнографичность и в то же время классический такой отблеск на нем. В его замечательном Ахмедхану Султану памятнике как раз и проявлено это. Он смог его сделать очень реалистичным, в то же время в нем есть и романтичность. Я считаю, что в крымском искусстве на данный момент это один из лучших памятников. Медаль достойному – одна из главных наград Академии художеств, история которой насчитывает уже больше 300 лет. Скульптор Айдар Алиев рассказал, как родилась идея памятника, отмеченного Академией. Образ военного, конечно же, это очень много сделано в годы советской власти, и было тяжело вначале подойти, но потом родился образ. И когда рождается некая такая ход такой пластический, тогда становится уже легче его доводить до разумного конца. Во-первых, это идея полета, это идея горной алупки, откуда он. То есть все это, когда ты соединяешь вместе, и получается нечто такой образ пластический. Главная идея какая была? Он погиб на небесах. И он как бы спустился как ангел к нам с крыльями. Вручение медали крымским художникам прошло в рамках 6-го Фаровского академического пленэра, неподалеку от мест, где родился и жил сам великий летчик. В пленэре приняли участие известные художники не только из Крыма, но и из-за его пределов. Коллеги и знатоки искусства, собравшиеся на пленэре, поделились своим восхищением от творчества Айдара Алиева. Один из лучших скульпторов, который чувствует материал, который чувствует камень, который чувствует бронзу. Художник, который умеет обобщать, художник, который из скульптуры убирает детали. И мы любуемся пластикой. Пластика и камня, не только сам материал, но пластика изображенного увлекает. Однажды мне посчастливилось побывать на персональной выставке Айдара Алиева в Симферополе в Крымско-татарском музее. Конечно, лучше всегда смотреть на скульптуры, чем о них рассказывать. Все они переполнены чувствами, они очень пластичные. Одна, наверное, из самых запомнившихся для меня работ была скульптура «Любитель кофе». Он очень хорошо чувствует форму. Нет такого заученности этой и сухости. У него скульптура, она легкая, точная и осмысленная. Совершенно замечательная идея, как он опирается. Это ж летчик, полет. Айдар – это огромнейший профессионал, один из ведущих скульпторов не только Крыма, большого региона нашего. Я хочу поднять все 10 пальцев, он получил награду заслуженно. Сейчас Айдар Алиев работает над несколькими крупными проектами, так что новые творческие достижения и новые награды не за горами.